Уважаемые коллеги, 4-й съезд профсоюза экскурсоводов Республики Абхазия объявляется открытым. Друзья мои, я буду краток, пользуясь возможностью. У нас есть определенный регламент, мы планируем завершить наш съезд в течение 1,5 часа. Первым долгом я хочу поблагодарить представителей Музея боевой славы имени Владислава Григорьевича Арцимба, директора музея, Зию Чичиковну Бея. Спасибо вам большое за ваше гостеприимство. Спасибо вам большое за очень интересную экскурсию, которую вы нам провели. Спасибо всем ребятам, которые находятся здесь. Спасибо за этот зал. Дорогие друзья, на нашем съезде на данную минуту присутствует 67 человек, представители из разных регионов нашей республики. Я рад вас всех приветствовать в своем родном и любимом городе, в нашей столице. Спасибо вам за то, что выбрали время посетить сегодняшний съезд и принять в нем участие. И первым долгом мы начинаем нашу повестку. Первым долгом. Так было решено. Есть предыстория небольшая. Может, кто-то из вас о ней не знает или не в курсе. Сам профсоюз, друзья мои, на протяжении нескольких месяцев остается без высшего руководящего состава. Нам необходимо сегодня спокойно, мирно, без особых эмоций все-таки выбрать высший руководящий состав, выбрать председателя нашей организации, человека, которому мы можем довериться, человека, которого мы будем поддерживать, все вместе будем это делать, и ту команду, которую мы с вами сегодня изберем. Поэтому первое на повестке — это все-таки выборы, а второй вопрос — это уже все те вопросы, в принципе, проблемы, которые нас беспокоят. И первым долгом, безусловно, я хочу пригласить к этой трибуне экс-председателя профсоюза экскурсоводов Республики Абхазия, человека, который имеет большой опыт работы в этой сфере, это нашего коллегу Дмитрия Гавру. Дима, прошу. Еще раз добрый день всем присутствующим. Рад видеть. В зимний период нет возможности часто встречаться. Так что всех, кого здесь вижу, еще раз приветствую. И, значит, во-первых, хочу поблагодарить всех тех, кто рядом со мной все это время занимался проблемами нашими общими. Есть многое, что получилось, есть неосуществленные планы, но есть какие-то определенные обстоятельства, которые привели меня к этому решению. Я думаю, что озвучивать все подробно, наверное, нет необходимости. Но многие из вас знают, что я еще работаю и в другой сфере, которая требует очень серьезного внимания. И чисто физически не всегда получается быть там, где нужно быть по делам профсоюза. Поэтому еще раз благодарю всех. Хочу пожелать работе нашего съезда плодотворности, скажем так, взаимоуважения, терпимости и умения найти правильный выход из сложившейся ситуации. Еще раз спасибо всем. Надеюсь, что профсоюз будет существовать, профсоюз будет работать и будет приносить пользу всей нашей сфере, всей нашей структуре. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада всех вас видеть, тех, кого знаю, кого не знаю. У нас собралось немало человек сегодня, и у меня такая первая просьба, учитывая, что я с основания этой организации принимаю участие, и мое личное мнение такое, мне бы хотелось, вот, может быть, я буду чуть-чуть не права, но обновить полностью комитет профсоюза Абхазии. Полностью это будет правильно. Наша организация относительно молодая, и многие из присутствующих и не присутствующих сейчас только вникли, для чего нам нужна или чего мы можем добиться.
На мой взгляд, в этой сфере должны в основном работать наши ребята. Я обращаюсь ко всем, я думаю, это будет достойно бразды правления в основном передать нашим ребятам, которые сегодня достойны возглавлять это. Они добьются многого. Все остальное сказали наши коллеги. Все. Директор Сатурского ИСТа. Я хотел бы высказать по поводу той ситуации, какая ситуация у нас. Как вы понимаете, мы, получается, что профсоюз экскурсоводов в Абхазии остается без руководства, увы, к сожалению, уже скоро будет год. Вот, и, безусловно, есть люди, которые создавали все это с нуля, вложили большой вклад, свой труд, знания. Значит, по поводу руководства. Кого бы я хотел бы высказать свое личное мнение, кого я хотел бы увидеть. Это очень важно. Я считаю, что профсоюз экскурсоводов должен возглавить человек, который с самого начала, значит, строил все это, делал все это, отстаивал интересы экскурсоводов. Это не так-то легко. У меня есть предложение одно. Я обращаюсь к вам, к своим коллегам, к своим друзьям. Значит, я хотел бы увидеть во главе профсоюза Абхазии, профсоюза экскурсоводов Абхазии, Дмитрия Апуция. Вот. Такое у меня вот мнение, и просится вам, уважаемые друзья. И только Дудзин, спасибо вам всем большое за внимание. Спасибо. Дима Апуция, прошу. Уважаемые коллеги, приветствую вас. Для начала хочу донести до всех, в принципе, цели и задачи профсоюза. Во-первых, это первоочередное, это защита прав всех экскурсоводов. С этими целями в 2017 году Дмитрием Габле, нашим бессменным руководителем до недавнего времени, и мной был создан профсоюз. На все обращения экскурсоводов за все эти года мы реагировали незамедлительно. Целый год почти прошел. Скоро май будет уже год. Съезда не было. Комитет, по сути, должен был созывать общий съезд, но это не сделал для избрания руководства. Я поддерживаю мнение Натальи База, его полностью надо обновить. Спасибо. Еще раз всех приветствую. Ребят, я не займу много времени, буквально постараюсь в 2 минуты уложиться, что о многом сказали, много еще предстоит впереди обсудить. И те, кто уже работает много-много лет, коллеги, которых мы хорошо знаем, и те, кто совсем недавно начал, поверьте, никого нет ни избранных, ни особенных, ни лучше, ни хуже и так далее. Мы все коллеги, да, здесь сейчас и все, многие отсутствуют, это, кстати, тоже не есть хороший знак. Вот, ну, у всех, наверное, какие-то свои уважительные причины. Основная причина этого съезда, а точнее 2 причины, есть, конечно, второстепенные, менее значимые, но 2 главные причины – это нашумевший закон, а точнее поправки к нему. Он, кстати, пока еще окончательно не принят, имейте в виду, это только первое чтение, там еще будут поправки дальше. А вот какие будут поправки, отчасти от нас зависит. И вторая причина – это действительно выборы руководства профсоюза. Вот эти основные причины, которые нас сегодня собрали. Еще раз спасибо всем, кто бросил все остальные дела, все-таки смог прийти, неважно, раньше, позже, но все-таки смог посетить это мероприятие. Я думаю, для нас оно очень важно. Возможно, даже вот именно этот съезд 4-й, возможно, будет и судьбоносный. Посмотрим, куда мы дальше.